Озерные лодки. Озерные лодки у нас с давних времен существуют. Давно их очень делают. Ушло века, кто первый придумал, стал делать. Очень удобно. На охоте сплава подобрал утку. Ну, размер подходящий. Вау! Вот он на уток. С озерной лодки есть один. Опа. Ух ты! Ух ты, матах ты! Ну, где ты там? Покажись! О, красавец! Очень удобно заниматься рыбалкой на озерах самыми разнообразными способами. И спиннингом, и дорожкой. Хава! И сетями. И особенно сетями. Ага, ух ты! Ух ты! Ух ты! И все потому, что они обладают крайне большим преимуществом в этой работе. Ветроустойчивы. Действительно сдувает этот ветер, бляха-муха. Была бы резиновая лодка, сейчас угнала бы куда-то в Белое море. Ветер просто так их не сдует. Устойчивость на воде достаточно высокая. Какой ветер гонит! Ветер для озерной лодки тоже, конечно, помеха, но терпимая, не такая, как на резиновой лодке, когда сдувает парусом. Тут хоть выгрести можно. Они достаточно легки к перетаскиванию. Бегемота перетаскивать явно тяжелее. А это нормально. Давай поплаваем. Тут бобер начал хату строить себе в корневищах поваленной сосны. Помощняцкая сосна, поэтому мы перетаскиваем. Легкий маневренный. Можно перетаскивать без особых усилий. 10 метров. Бригаде ух. Ну, на воде, конечно. Отдыхайте, пока мешочек моз. Вот до следующей воды. Перетащили и дальше поплыли. Достаточно легко таскать такие лодки. Одному спокойно можно с озера на озеро перетащить. Перетащить вообще. Ну да. Вдвоем так вообще красота. Можно Ликотня. за носы взять, за ручки и просто так нести. Как... Самое большое перетаскивание в нашем опыте — это у нас дедушка, мой отец, когда-то с напарником 2 километра эту лодку протащили до озера, по лесу. С перекурами, конечно. Немаловажная деталь наших мест. Весеннее половодье, пойма реки с лесом, во многих местах болота, расположенные близко к реке, заливается напрочь. Это я в лесу между рекой и озером. Глубже боюсь заходить, дальше к реке. Утону еще. Шикарная вода, ничего не скажешь. Вау! Ни хрена себе! Тут у меня линейки хватит? 199 сантиметров. Еще похлеще было. Стол в избушке заливало. На казанке вихрем к избушке подъезжал прямо. Без озерной лодки временами хреново добираться куда-нибудь. Можно, конечно, и так ходить по залитому водой лесу, но лучше озерной лодкой по воде. Батарки на лашке. Дошли до лодки. Дальше вроде Вашка пойму заливает. Дальше поплывем лодкой.
Надо, чтобы нос поднимался, наезжал. Весной у нас лед на озерах тает достаточно поздно. И в этих условиях наша озерная лодка с брюхом из зечки вообще незаменима. Блин, лед достаточно плотный. Вчера она еще в воздухе была. Ее придется на берег и вычерпывать там. Да, ну сначала перевернуть. А так еще может так и пока она плавает. А, ну давай. Так, берем одну лодку с хоронки. Зимней стоянки. В расчете, что там воздух помогает, да? Ну да. Ну, интересно. Я еще так не делал. А что ее перевернешь-то? Да. Так-то плывет. Воды нормально. 15 сантиметров. Ага. Ну, готово. Тут прямо какая-то лодочная стоянка. Да. Зато независимо друг от друга. Скажи, Вася, не обойтись весной вот этих лодок. Весной без лодок тут делать нечего. Не делать нечего. Тут от избы там сколько? Можно там 100 метров отойти. Пешком, да, а дальше лодка. Все в воде. Да и, собственно говоря, и осенью, и летом всегда надо. Классное изобретение. Хорошая штука, удобная. Озерные лодки достаточно шустрые, то есть легко поворачиваются. И ездить между лесом, в лесу, между деревьями очень хорошо. Как в городе среди машин. Точное движение, как в Москве, проспекте Вернадского. Час пик. Перекресток. Лесные повороты. Поворот направо. По воде идет ветровал, и по суше ветровал. Но по суше лучше преодолеть, поэтому лодку оставляю и пешком обхожу ветровал. Рябчики по дороге порхают, прямо над залитой водой лесом. Кыш! Какой смелый. Люди рядом проплывают, а он ноль эмоций. Тут рябчики рядом были, я их снял одного, пара. Запросто, что невозможное гнездо тут будут делать. Если, может, уже и сделали.
Новый походик. Ну, собака вынуждена тоже бегать, плавать по весенней воде, по лесу. При изготовлении озерных лодок у нас стараются придерживаться определенных стандартов. В частности, она должна быть как минимум двухместной. Обычно делают двухместной. Это связано с ловлей сетями. Один управляет веслом, мало ли какой ветер там может сносить лодку, течение. Второй сети кидает. Все окей получается. Желательные элементы лодки входят вот эти ручки, чтобы их таскать. Сиденье. Кто одно сиденье делает, кто два сиденья. Потому что на коленях это самое сидеть, колени устают и затекают, будь здоров. А так намного удобнее. Острый приподнятый нос обязательно. Для того, чтобы если переместиться человек с какой-то целью вперед, чтобы лодка не утонула, а был запас, чтобы вода не захлестывала через лодку. Мужики, которые делают озерные лодки, сильно себя не утруждаются разнообразием. То бишь руку набили, такой и бацает, делает. А я стал вносить легкое разнообразие. На разных озерах разное количество людей, разный груз. Такого размера стали делать. У меня практически одинаковых лодок нету. То бишь на одном озере, где путик проходит, и только стреляю, и лодка нужна только для подбора уток. Там 2-метровая лодка. Есть 4-метровые, есть 4,5. 100% одноместная, только одна лодка 2-метровая. Остальные все двухместные. А некоторые и третьего могут взять, если тот кашлять сильно не будет. И один маленький нюанс у меня у лодок. У меня было достаточно много детей. Отец у меня потом стал в возрасте, равновесие стал терять. Поэтому ширину я стал делать стандарт поверху 110 сантиметров. Для того, чтобы не опрокидываться. Озерные лодки имеют, конечно, какие-то свои недостатки. Ой, в частности, в море с ее там 5-метровыми волнами это не выйдешь однозначно. Но нам это и не надо. Ну, по закону Архимеда садиться надо по центру, чтобы случайно не опрокинуться. И ходить по лодке максимально по центру. Ага, качается. Ага. Равновесие хорошо держишь, да? Ну, это молодость. Поехали. Да и высаживаться надо. Желательно ходя по центру. Соблюдая равновесие. А в позднюю осень, наверное, сам Бог нам велел использовать озерную лодку для разных дел, включая рыбалку. Ну, поздняя осень, 20 октября. Ну, льдом сегодня озеро более капитально закрыто. Ни хрена да начал! К берегу примерно! Ну мы как ледоколом, я нос специально поднял,